Как говорил один французский автор, если ты хочешь узнать город, ходи пешком. И сегодня мы совершим небольшую пешеходную прогулку и узнаем немножко об истории. А гидом нашей передачи будет научный сотрудник этого института Илья Васильев. Приятного просмотра. Площадь, на которой мы находимся, примечательна во многих отношениях. Это действительно историческое место. Примерно здесь стояла одна из последних сохранившихся башен Якутского острога. То есть это самый что ни на есть исторический центр нашего города. Здесь недалеко стоит Троицкий кафедральный собор. Самая древняя на сегодняшний день постройка нашего города. Там в свое время располагался Якутский музыкально-драматический театр имени Аюнского. Ну, здесь, на этой площади, теперь находится с 80-х годов театр оперы и балета имени Сорона Моллона. За моей спиной также вы видите историческое здание, здание якутского филиала Академии наук СССР, в народе именуемый ЯФАН, и до наших дней. Ну, в то время, когда это здание строилось, действительно аббревиатура была ЯФАН СССР, якутский филиал Академии наук СССР. Ну, это здание очень примечательное тоже во многих отношениях. Было построено в конце 50-х годов. И здесь нужно учитывать, что тогда город был практически полностью деревянным. И это здание, которое и сейчас выглядит весьма впечатляюще. В то время нужно вот представить себе, насколько это просто смотрелось грандиозно. Ну, это, конечно, отражает статус науки в то время, внимание к науке со стороны общества и государства нашего тогдашнего. И вот таким образом вокруг этой площади происходили главные события. Здесь же недалеко сквер имени губернатора Крафта располагался примерно в этом месте. Он был назван именем Крафта еще при жизни. После того, видимо, как он уехал из Якутии, закончил здесь свою деятельность. То есть вот это был человек, который высоко был оценен не только впоследствии, но и при жизни. И, конечно, здесь находится два больших памятника выдающимся деятелям культуры Алексею Кулаковскому и Сорону Моллону, что тоже два памятника на одной площади, но это имеет тоже, по всей видимости, какую-то свою историю, и не просто таким образом это дело получилось. Алексей Кулаковский является одной из таких самых центральных фигур для истории Якутии. И вот это наш первый поэт, зачинатель якутской литературы. И вот я хотел сказать, что вот его роль, почему так он высоко ценится якутянами, потому что вот он еще и исторически был вот первым человеком, который проговорил какие-то крупные, такие важные всероссийского уровня вопросы, связанные с Якутией. И вот вся история его жизни, она вот об этом. Он закончил
Якутское реальное училище. И вот как раз в это время Якутское реальное училище, оказывается, получило право, ну, давать уровень образования, после которого можно было сразу поступать в университет. А до этого нельзя было из Якутска сразу поехать в университет. И он был то ли одним из первых, то ли даже первых, который полный курс этого заведения из якутов окончил. И вот таким образом он вот и по формальным, так сказать, признакам был в свое время самым образованным якутом. Но судьба его сложилась так, что родители не хотели, чтобы он учился. Поэтому, несмотря на то, что вот ему предлагали даже помощь от казны в продолжении образования, он отказался от продолжения обучения. И это, конечно, ну, для того времени это на самом деле дело такое тяжелое. И вот в этом каком-то таком статусе вот он и пребывал. То есть человек самый образованный и в то же время лишенный возможности, значит, продолжить жизнь вот где-то в столицах и так далее. И вот в этой роли вот он и сделался не только поэтом, но и первым ученым из якутов, первым фольклористом, первым филологом. Причем он был ученым еще тогда, когда никакой науки здесь не было. Поэтому вот он как... И он вот, ну и в его творчестве целый ряд произведений же у него есть, вот «Обездоленный до рождения», о том, как вот сама жизнь поставила его в такие, значит, условия. И таким образом вот он в своих и публицистических произведениях вот говорил о каких-то таких важных вопросах, судьбе народа и так далее, судьбе России. И вот интересный факт такой. Есть его, ну, библиография его трудов, его текстов. И вот все, что он написал, ну, во всяком случае в этой библиографии, все, что он написал, помимо стихов, написано на русском языке. Дневники, статьи, в том числе по якутскому языку, все. Ну, видимо, он это, как сказать, это не случайно ведь. Ну, как говорил Башарин, он был ярым поклонником и пропагандистом русской культуры. На площади Дружбы перед театром оперы и балета имеется памятник народному писателю Дмитрию Конновичу Сивцеву, Сорону Моллону. И здесь нужно пояснить, почему именно его памятник стоит перед театром и почему театр носит его имя. Дело в том, что первая опера «Нюргун Батур Стремительный» была изначально написана Дмитрием Конновичем Сивцевым как музыкальная драма «Нюргун Батур». И впоследствии на основе вот этой драмы, на основе этого произведения самостоятельного, это произведение было, так сказать, расширено до оперы. Но нужно сказать, что режиссер Василий Васильевич Местников, в дальнейшем народный артист СССР, наш первый композитор Марк Николаевич Жирков, они с самого начала, конечно, выступали как соавторы. Ну и не только на самом деле они, но и в целом люди, которые тогда вот работали в Якутском музыкально-драматическом театре. И вот эта наша первая национальная опера, она началась вот по его инициативе. Именно поэтому, хотя опера везде, ну, по имени композиторов называется как опера Жиркова и Литинского, но история, долгая история этого произведения, которая началась с конца 30-х годов, говорит о том, что
началась она с этого человека. Поэтому, по всей видимости, наш Государственный театр оперы и балета носит имя Дмитрия Конновича Сивцева, Сорона Маллона. А это здание казначейства. Якутяне его помнят как здание Музея изобразительных искусств имени Михаила Федоровича Габышева. В настоящее время здесь находится филиал Национального художественного музея, галерея зарубежного искусства имени профессора Габышева. Здание было построено в начале 20 века стараниями того самого губернатора Крафта. Примечательна архитектура здания. Это так называемый стиль, Алексей, наверное, лучше знает, Алярюс. Как раз вот было такое направление в архитектуре, когда в каменном зодчестве вот архитекторы старались показать вот черты древнерусского искусства. И вот этот стиль хорошо представлен в нашем городе. Вот целый ряд зданий, если обратите внимание, и здание Академии наук, и библиотека наша, они выдержаны вот именно в этом стиле. Но это здание даже, по-моему, более даже характерно выполнено. Ну, о Музее изобразительных искусств нужно сказать. Михаил Федорович Габышев был человеком, который за свою жизнь собрал богатую коллекцию западноевропейского искусства, а в конце жизни завещал эту коллекцию своей родной республике. И тут нужно сказать обязательно о его сыне Льве Михайловиче Габышеве, о котором не так часто мы вспоминаем. На самом деле это был удивительный человек. Долгое время он работал директором нашего Музея изобразительных искусств. И вот он, переняв от отца эту любовь к искусству, сам он был замечательным художником, пейзажистом. И поэтому вот здесь вот два поколения одной семьи, очень высоко культурной, образованной. И здесь вот такой интересный факт, что Михаил Федорович Габышев, которого мы знаем как профессора, ученого, одного из первых ученых и самого крупного нашего коллекционера, мецената известного, он был, оказывается, человеком, который одним из тех, кто работал в первом правительстве Якутии. То есть он был в свое время секретарем Якутского центрального исполнительного комитета. То есть это ЯЦИК, это вот правительство, первое правительство тогдашней нашей Якутии. И вот он был человеком близким к Оюнскому. И есть воспоминания Льва Михайловича Габышева о том, что вот в свое время они, оказывается, дружили, Оюнский и Михаил Федорович, а Лев Михайлович тогда был подростком, который вот начинал рисовать. И вот, будучи в Москве, проводя лето на дачу, Оюнский, когда ему сказали, что вот Лев Михайлович готовится стать художником, он
он сказал, что вот продолжай обязательно заниматься, Якутии нужны будут художники, то есть таким образом вот благословил Льва Михайловича Габышева на то, чтобы он развивал искусство Якутской Республики, что он с успехом и сделал. И наш замечательный Национальный художественный музей состоялся, ну, как встал на ноги, стал таким замечательным большим собранием, во многом благодаря, конечно, высокой культуре и подвижническому труду его директора Льва Михайловича Габышева. Это памятник одному из руководителей нашей республики, Илье Егоровичу Винокурову. Но этот человек, на мой взгляд, замечателен тем, что он является самым, наверное, любимым, почитаемым в народе из наших руководителей, поскольку годы его работы пришлись на военные годы, когда в Якутии была тяжелая ситуация. Колхозы Якутии сами по себе маломощные в силу природных условий, в силу наших географических условий, вот, отдаленность, отсутствие дорог и всего прочего. В годы войны, когда вся страна была объявлена единым военным лагерем, когда был провозглашен лозунг «Все для фронта, все для победы», колхозы Якутии, которые вот, ну, они же сами себя обеспечивали, в этих условиях оказались в тяжелом положении. И вот Илья Винокуров был человеком, который добился, значит, в Москве, в правительстве союзном, чтобы Якутии были сделаны вот колхозом Якутии послабления. Таким образом жизнь людей налаживалась, стала налаживаться вот как раз в 1943 году. Ну, эти тяжелые годы еще сопровождались засухой, которая началась еще перед войной и закончилась вот как раз в эти годы, в 1943-м, 1944-м. В это время уже, значит, дело пошло к победе. Стали проводить, оказывается, эсэхи массово еще с 1944 года. И поэтому вот с именем этого человека для нашего народа связаны вот эти самые такие светлая память, когда победили врага, наладили жизнь, восстанавливали хозяйство, люди возвращались с войны и так далее. Ну и вот нужно сказать, что он для культуры тоже очень много сделал. Он очень хорошо относился к писателям. По всей видимости, при его участии перед войной в 1940-1941 годах был проведен очень такой масштабный сбор текстов фольклорных, Олонхо прежде всего. Был такой большой проект создания сводного текста Олонхо, объявленный в 1940 году. Ну там еще, и вот именно тогда были записаны, задокументированы вот имеющиеся на сегодня в основном тексты Олонхо нашего. За моей спиной здание
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Это учреждение, где я имею честь работать. Оно является первым научно-исследовательским институтом в Якутии. Основано было еще в 1935 году. Первым его директором был основатель якутской советской литературы Платон Алексеевич Аюнский. И вот за всю свою долгую историю этот институт по праву заслужил себе имя одного из самых значимых культурных центров Якутии. О нашем институте можно говорить много. Как я сказал, это одно из самых значимых учреждений Якутии. Здесь хранятся очень многие наши главные тексты и те самые тексты эпических произведений фольклора. В целом фольклорные тексты, рукописи классических произведений якутской литературы, научные отчеты наших ученых. Институт имеет не только свою многолетнюю славную историю, но и богатую предысторию. Не случайно он был создан по инициативе такого человека, как Платон Аюнский. Дело в том, что в то время, то есть изначально институт мыслился как учреждение, которое должно объединить все научные, культурные силы Якутии. Поэтому у его истоков стояли те самые люди, которые и еще с дореволюционных времен создавали здесь, в Якутии, вот эту культурную среду, литературу, науку. Сам институт, сам его проект был написан в Совете якутской письменности, Комитете якутской письменности, который в другое время назывался Комитет якутского алфавита. Возглавлял его также Платон Алексеевич Аюнский. Существует протокол Комитета алфавита, где дается задание разработать проект Института языка и культуры при Совнаркоме. И задание было дано Георгию Устиновичу Гермогенову, Эргису, и писателю Алексею Кюнде. И вот этот проект был написан в 1931 еще году, и под ним стоят подписи этих трех филологов, будем говорить, и писателей Аюнского, Кюнде и Гермогенова. В первые годы работы института там было очень небольшое количество штатных работников, то есть работали по 3-4 человека, научных сотрудников. Как правило, они были заведующие секторами, но очень многие, наши первые ученые, писатели сотрудничали с институтом на договорной основе. Многие были вначале включены в список действительных членов института. Туда входили многие наши писатели, ученые. Гаврил Васильевич Синофонтов сотрудничал. Николай Николаевич Грибановский, известный наш библиограф. Иван Васильевич Попов, первый художник, тоже где-то находился рядом, состоял в переписке. Его часто просили, обращались к нему по поводу
иллюстраций, по вопросам материальной культуры. Несмотря на все сложности, которые были, вот он таким стал и остается учреждением, которое вот сосредотачивает в себе самые какие-то глубокие, главные, значит, тексты людей, которые ими занимаются и так далее. Институт языка и культуры, как я сказал, был создан в 1935 году при Совнаркоме Якутской Советской Республики. И вот до 1947 года это вот был институт, который был подчинен правительству Якутии. А с 1947 года институт вошел в состав Академии наук СССР. И вот это тоже такая интересная история. В 1947 году после войны по Советскому Союзу стали создаваться такие базы. То есть академическая наука начала вот путь децентрализации. Вот у меня такая мысль, что не связано ли это с тем, что вот тот период у американцев бомба была, а у нас нет. Вот. Но действительно есть постановление, кажется, Совнаркома СССР о создании якутской базы, и там стоит подпись Молотова. Причем Молотов был заместителем председателя Совнаркома СССР. И еще чуть-чуть, и, конечно, подпись Сталина могла бы стоять. Но Молотов, как мы говорим посетителям нашего музея, тоже неплохо. Вот. И дело в том, что в 1947 году в Якутии научно-исследовательских институтов, кроме нашего, не было. И поэтому вот при создании этой базы, собственно, институт сам в значительной степени послужил базой для развития академической науки в Якутии. Ну, сейчас мы знаем, что впоследствии целый ряд замечательных научных учреждений было создано. Это и институт биологии, институт геологии, институт мерзлотоведения, институт физтехпроблем Севера, институт горного дела Севера, институт нефти и газа, НИИ сельского хозяйства. Все эти учреждения имеют свою, на самом деле, неповторимую историю. Каждое из этих учреждений состоялось, возникло благодаря вот деятельности замечательных энтузиастов, совершенно выдающихся людей своего времени, ученых, общественных деятелей, которые вот смогли собрать людей, обосновать эти идеи и создать вот эти учреждения, которые долгие годы являются вот средоточием вот этой научной жизни в нашем городе. Таким образом, Якутск является в значительном степени городом ученых. Вы знаете, весь вот район, в котором мы находимся, здесь целый ряд научных учреждений располагается. В нашем институте с 2002 года работает Музей истории и науки Якутии имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина. Этот музей призван показать не только историю института, но и историю в целом развития академической науки в Якутии, начиная с 18 века и до наших дней. Институт во многом был создан писателями, и многие деятели искусства здесь работали. Здесь все наши
стихи, все наши скрижали. Здесь все песни этой земли. Мы на этом самом месте сражались. Вы находитесь в ИЯЛИ, Институт языка, литературы и истории самых 20-х годов. Здесь стояли те, кто чего-то стоили, кто на многое был готов. Все они сюда приложили руку. В этих книгах слава и честь. И история здесь не только наука, а сама история здесь. Здесь узнал я, что рукописи не сгорают, потому что их и не жгли. Их сюда не для этого собирают, потому что здесь ИЯЛИ. Стой же ты, как скала, моя серая крепость. Мой огонь в глазах не потух. Ты и есть большой героический эпос. Ты наш текст, ты наш миф, наш дух.